Здравствуйте! Вы смотрите новости, подготовленные службой информации телеканала ТУА-24, в студии Чинчека Шпукул. Коротко о главном. В Чадане продолжается возведение школы общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Состоялся брифинг по итогам поездки делегации, которая сопровождала гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Центр обслуживания потребителей Россети Сибирь-ТВ-Энерго теперь находится по новому адресу. Тувинская государственная филармония имени Валерия Халилова приглашает на гала-концерт в честь своего 55-летия. А теперь об этом и не только, более подробно. В городе Чадане Дзунхимского района Тувы в начале лета прошлого года началось строительство школы. Новое школьное здание на 616 учащихся возводится по национальному проекту образования. Работы ведет ООО «Восток». Как на сегодняшний день проходят строительные работы, выясняла наша съемочная группа. Напомним, строительство новой школы в Чадане проходит при поддержке президентского национального проекта образования, в рамках которого создается новая образовательная инфраструктура. Это один из объектов на сегодняшний день строящихся 8 школ нового поколения. Эту работу, проводимую в республике, обозначил глава Тувы в ходе своего ежегодного послания Верховному Хуралу республики. Мы постоянно чувствуем поддержку президента страны, парламентских структур, федерального правительства в вопросах развития Тувы. По поручению Владимира Владимировича Путина строится школа нового поколения по всей республике. В декабре завершено строительство 2 школ. Они уже готовятся к открытию. Еще 2 дети сядут за парту 1 сентября. Кроме этого, перед нами стоит амбициозная задача до конца года завершить строительство 7 общеобразовательных учреждений. Для нашей республики это беспрецедентное событие. Кроме того, ход строительства общеобразовательных учреждений находится на личном контроле главы Тувы, который не раз подчеркивал, что необходимо вести жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и качеством работ, прорабатывать вопросы благоустройства, транспортной доступности, оснащения школ всем необходимым современным оборудованием и мебелью. Мы поднялись с технического подполья. Сейчас идут работы по укладке монолитного бетона. Это плиты перекрытия между 1 и 2 этажами, установка колонн по всему периметру школы. Закончено, завершено приблизительно 90% установки этих колонн. Сейчас переходим на 2 этаж. Отметим, что новое образовательное учреждение в Чадане будет 3-этажным. Оно станет одним из высотных зданий в городе, помимо администрации и местной почты. В новой школе будут современные классы, оборудование, спортивные площадки, собственный стадион с 2 трибунами для зрителей, актовый зал и столовая на 180 посадочных мест. Материала, да, всего хватает. У нас задействовано 2 башенных крана, вся строительная техника, которая необходима и должна быть. Справимся в сроки, которые установлены строительством и генпланом. Всего в Чадане 4 общеобразовательных учреждения. Строительство нового здания местные жители ждали многие годы. Особенно учащиеся 2-й школы, ведь именно они сядут за парты будущего современного образовательного учреждения, так как старое здание признано аварийным и непригодным для образовательного процесса. По 4 школам у нас более 60 детей Кажуна. Это у нас более 4219 детей, где вот из их числа 536 – это дети 2-й школы города Чадана. И преимущественно они в первую очередь переезжают в новую школу. Дети ожидают, то есть с нетерпением ждут, и родители, конечно. Но мы знаем, что все равно есть желающие. Даже сейчас поступает заявление о том, что дети из других школ хотят учиться в новой школе. Как нас заверили, заявления от родителей учащихся других школ будут рассмотрены, ведь новое образовательное учреждение рассчитано на 616 мест. Можно сказать, это такой исторический момент строительства новой школы, который соответствует требованиям сегодняшнего дня. Даже вот мы смотрим даже сейчас вот по площади, да, вот огроменная такая. Дети все с нетерпением ждут. Соответственно, все условия по оборудованию, по
обеспечению горячим питанием, по спортивным залам. Да, вот это все мы, конечно, тоже смотрели через проект. Соответственно, желающих очень много. И я думаю, что мечта каждого ребенка учиться в современной такой красивой школе. Отметим, что работы идут по графику, отставаний нет. Строительство значимого объекта будет завершено до конца 2024 года. Здание старой школы в скором времени снесут, а на его месте планируется возведение нового детского сада. Социальный контракт – это один из самых эффективных инструментов для того, чтобы помочь гражданам, столкнувшимся с жизненными трудностями. Только самозанятых и индивидуальных предпринимателей благодаря этим мерам поддержки в Туве с каждым годом становится все больше. К примеру, сегодня отобранные для соцконтракта жители Дзунхемчского района также закупают оборудование и открывают собственное дело. Все подробности далее. В мир красоты Юлия Магуш окунулась еще в 2019 году. Идея открыть свое дело, а именно кабинет для маникюра, появилась намного раньше участия в проекте «Социальный контракт». В прошлом году подала документы, и положительный ответ не заставил долго ждать. На полученные 350 тысяч рублей приобрела необходимое оборудование. Мне нравится работать руками, создавать красоту, чтобы люди были красивыми и ухоженными. Дальше хочу расширить свой кабинет и открыть салон красоты, чтобы все услуги были доступны на одном месте. Омак Магуш, как многодетный отец, не привык сидеть без дела. Став участником проекта «Социальный контракт», начал предоставлять услуги для населения по разделке туш. В 23-м году, просто сначала так с ножом порезал, потом, там для продажи, для людей, для народа. Но этот вид здесь в Хожуне нету. Ярмарка здесь, продажи мяса тоже много в этом Хожуне. Мне соцконтракт выделил 350 тысяч рублей, которые я приобрел с танги. Там что необходимо для резки мяса. Сначала здесь у родственников там пилил, потом на усмотрение я как бизнес, я это увидел, и потом такая идея пришла. В прошлом году в Дзунхемчикском районе участниками социального контракта стали 63 человека, а желающих стать самозанятыми было более 100. Выделенные государством денежные средства очень помогают гражданам, малоимущим семьям и одинаково проживающим гражданам выйти из сложившегося трудной жизненной ситуации. Выделенные государством денежные средства закупили оборудование, кто технику, и начали свою трудовую деятельность. И сегодня мы в гостях у одного из участников, Омака Олеговича, впервые этот проект. И реализует его участник очень хорошо. Работает у нас сегодня. В прошлом году объем финансирования проекта составил более 25 миллионов рублей. Желающие участвовать в этом году уже прошли первую комиссию. 24 проекта уже одобрены. А это значит, что десятки семей смогут увеличить свой доход, а также внести вклад в экономическое развитие своего района. Айра Асад, Владимир Шаштук, Батыр Базан и Доржу Усат, телеканал Тува-24, Дзунхемчикский район. Накануне в Красноярске завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Туву представляли семьи Буянды, Дамдын, Логиновых, Оржак и Сад. Конкурс продолжался 3 дня. За это время семьи успели познакомиться друг с другом, поучаствовать в различных мастер-классах, тренингах, творческих, интеллектуальных и спортивных заданиях. В результате состязаний дамдыны получили путевку в финал конкурса. Они в числе 34 команд поедут летом в Москву, чтобы побороться за главные призы с финалистами из других федеральных округов. У нас семейно, наверное, это наши общие традиции. То есть мы все вместе любим собираться, праздновать дни рождения. Это выезды на природу также. То есть мы всегда пытаемся как-то сотрудничать вместе, собираться вместе, потому что как-никак мы большая семья. И порой бывает, конечно, тяжело собираться всем вместе, потому что кто-то в других городах. Но мы всегда стараемся собраться вместе, проводить вместе время, играть в настольные игры, на шашлыки ездить. То есть, как мне кажется, самое семейное, что у нас есть, это те традиции, которые мы несем из поколения в поколение. В
связи с повышением температуры и уменьшением толщины льда в Туве закрыты 2 ледовые переправы. Одна из них – Илихемская, соединяет Шаганар и село Илихем в Илихемском районе через реку Енисей. Другая – Усть-Буренская, соединяет села Сарыксеп в Кахемском районе и Балгазн в Тандынском районе через реку Малый Енисей. Спасатели напоминают жителям региона, что выходить или выезжать на тонкий лед крайне опасно. Такие действия могут привести к трагическим последствиям. К другим темам. Сегодня в региональном исполкоме Народного фронта состоялся брифинг по итогам поездки делегации, которая сопровождала гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Также журналистам сообщили, что сейчас начались подготовительные работы к сбору очередного груза к 9 мая. Напомню, что кураторами гуманитарного груза, который отправили из Тувы 20 марта, были Байтагенский и Мюнгюн-Тагенские районы. Представители муниципалитетов также были в составе делегации. Депутат Верховного Хурала Эрес Хурак поделился, что груз был доставлен вечером 26 числа. Гумпомощь для наших бойцов выдавали в течение 2 дней в населенном пункте недалеко от Донецка. Меня очень порадовало, что прибыли представители 73-й бригады, это новая армия, формированное формирование. Есть там наш земляк с позывным Шайдан. У него более 100 наших земляков. Он также является командиром данной роты, сформирован именно из наших земляков. Мы разгрузили в первую очередь автомашины от Пайдегинского и Мангундагинского Кажунов. 4 машины и 1 мотоцикл. Это транспортные средства. Конечно, мяса было мало, все хотят мяса, но тем не менее постарались. Вот Эртна Олегович, особенно он именно лично контролировал этот вопрос. В составе гумпомощи были и специальные чемоданы с разными медикаментами. Комплекты первой помощи являются спасением жизней. На брифинге сообщили, что медицинское сообщество Тувы ежемесячно будет комплектовать подобные наборы. Так как мы знаем, что потребность в медикаментах и в таких медицинских препаратах есть, мы договорились с нашими медиками, что ежемесячно они будут комплектовать вот такие наборы. И мы будем передавать нашим медицинским этим подразделениям. То есть вот такая у нас договоренность. Также ежемесячно, благодаря Министерству культуры, мы будем проводить благотворительные концерты. И мы благодарим наших артистов, которые безвозмездно выступают. Потому что вот эти грузовые машины, которые нам предоставляют, опять-таки, безвозмездно владельцы этих автомашин и сами садятся за руль и едут сами как автоволонтеры, тем не менее надо заливать ГСМ. Мы знаем, что дизельное топливо, оно очень сейчас дорогое. И вот благодаря вот таким концертам, то есть у нас получается такая система, да, то есть мы продумали, как мы можем отправлять гуманитарный груз, это все-таки большие денежные средства. Участники брифинга единого мнения, что в сборе гумпомощи лепту вносят все предприниматели, муниципалитеты, организации, политические партии, простые жители, школьники и все неравнодушные люди, которые не могут остаться в стороне. Особая благодарность и тем, кто плетет маскировочные сети, которые спасают жизни. Земляки, которые отправляют адресно, да, своим бойцам, они сами непосредственно свидетели, они передают, потом они приезжают и своим землякам в районе рассказывают, кого они видели, кому они передали эти посылки. Да? То есть на самом деле можно не переживать. Гуманитарный груз у нас доходит адресно. И то, что он востребован, это действительно. Все-таки востребовано в первую очередь технические средства. Поэтому мы просим участвовать в сборе, именно перечислять денежные средства по QR-коду регионального сбора «Все для победы» и фонд содействия. Потому что благодаря вот таким денежным средствам мы можем приобретать дорогостоящие технические средства. Это получается у нас квадрокоптеры Mavic 3, в основном сейчас они востребованы. Стоимость у них идет от 300 тысяч и выше. Да? Это противодронное оружие, это ночники, как мы говорим, тепловизоры. Заместитель председателя администрации Мюнгюн-Тагенского района Эртене Успун в зоне проведения специальной военной операции был впервые и отмечает, что работа по сбору и доставке гумпомощи организована слаженно. В сборе груза жители Мюнгюн-Тагенского района проявили сплоченность, рассказывает он. Жители, предприниматели, чабаны даже и все организации. Это никто в стороне не остался. Те же школьники письма писали и даже безрукавки все шили тоже днем и ночью. С администрацией мы выделили машину передали на Питол Чаяну, тоже военнослужащему нашему земляку. Машина-то у нас УАЗик, УАЗ Буханка, была тоже усиленная, там все сделано. Невозможно не отметить и водителей, которые были за рулем почти неделю. Это наш известный оперный певец, это Саян Дембрел.
его водитель Сад Чергал. Они поехали на фуре, Вольво. Очень удобная фура, потому что там и по высоте, и по ширине туда влазит полноценных 4 УАЗика. Отдельно благодарность водителям пятитонника и рефрижератора Ондар Рамиш Михайловича и собственнику рефрижератора Мардол Дуржевича. У него сын также воюет в составе 55-й горной бригады. Очень плакали, но встретились отец и сын. И сын помогал, и его подразделения помогали в разгрузке. Очень дружно, потому что дух у ребят очень патриотический. Вклад каждого, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи, приближает победу и дает понять, что на малой родине наших бойцов помнят, поддерживают и, конечно же, ждут. Айра Асад, Владимир Сюртук и Доржу Усад, телеканал Тува-24. Управление Федеральной налоговой службы России по Туве напоминает, не позднее 2 мая 2024 года необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, так как предпринятые меры помогут не только избежать штрафов, но и существенно уменьшить сумму НДФЛ к уплате. В период ежегодной декларационной кампании в срок до 2 мая гражданам, которые продали или получили в дар недвижимое имущество, необходимо задекларировать полученные доходы, направить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ, а уплатить исчисленный налог не позднее 15 июля. В случае непредоставления декларации по истечении установленного срока уплаты налоговый орган начнет проверку, по результатам которой доначислит НДФЛ без учета расходов, связанных с реализацией имущества, и предъявит штрафные санкции в размере до 50% от суммы налога. С приходом весны в городе оголилась проблема. С таянием снега стал еще более заметен весь мусор, который портит облик столицы. Откуда он берется? Вопрос риторический. Главное, что сегодня необходимо как можно быстрее от него избавиться и привести наш город в порядок. С 15 марта МОП благоустройства принимает меры по приведению города в порядок после зимы, то есть приступила к уборке мусора и песка. С таянием снега становится видна проблема неконтролируемого мусора, которая портит облик и ухоженность столицы. Ежедневно для уборки городских улиц от мусора и песка выезжает 8 единиц техники и 15 кружков и больше 100 дворников. Каждый день вывозится с городских территорий больше 100 кубов мусора и вывозится в полигон бытовых твердых отходов. И после таяния снега мусора очень много было. И вот постепенно, помаленьку сейчас вот убираем и приводим порядок в городе. И убедительная просьба для жителей нашего города, чтобы не выносили бытовой мусор на городские улицы, а также магазины, так как собаки разрывают эти пакеты с мусором. И потом очень трудно приходится для наших дворников собирать и грузчикам. Однако не менее важно вовлечение самих горожан в процесс уборки. Организация общественных акций, призыв к активному участию жителей к уборке своего района, а также проведение просветительской работы по вопросам экологии помогут изменить ситуацию к лучшему. Люди забывают, что сами засоряют город. Жители выкидывают мусор, где не положено. Поэтому считаю, что это и есть причина актуальности данного вопроса. А мы, в свою очередь, прикладываем все усилия для выполнения нашей задачи. Хотел бы призвать земляков быть осознанными, ответственными. Мы все должны приложить общие усилия, чтобы наш город стал краше, чище и уютнее. Проблема накопления мусора в городе весной – это задача, которую необходимо решать совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Только при условии комплексного подхода, включающего организацию уборки, вовлечение населения и повышение экологической грамотности, можно добиться чистоты и порядка на улице города. Ведь забота об окружающей среде начинается с каждого из нас. Айдана Сенденма, Баттер Базан, Маргарита Мангуш, телеканал Тува-24. Россети Сибирь-ТВ-Энерго, компания стратегически важная. От оперативности действий специалистов зачастую зависит благополучный исход вопросов по подключению к электроснабжению жителей Тувы. Поэтому одна из основных функций организации – взаимодействие с клиентами. Накануне энергетики открыли офис Центра обслуживания потребителей по новому адресу и получили ключи от новой спецтехники для решения важных задач по обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения. Подробности в материале Инны Клоян.
Сегодня для компании «Россети Сибирь» ТВ-Энерго знаменательный день. Энергетики объединили в одно два значимых события. Вручили ключи от нового автотранспорта и запустили цифровой центр обслуживания потребителей компании по новому адресу. От того, насколько мобильны и укомплектованы энергетики, зависит надежность электроснабжения, а значит комфорт тысячи потребителей. Именно поэтому в «Россети Сибирь» ТВ-Энерго в последние несколько лет реализуют масштабную программу по обновлению автопарка. Ключи водителям вручил управляющий директор «Россети Сибирь» Антон Лукин. Автомобиль – незаменимый помощник энергетика, с помощью которого решаются производственные задачи, зачастую неотложные. Несмотря на ограниченный тариф, делается все возможное для обновления автопарка. Обладателями новой техники стали 3 водителя. До этого был КамАЗ Батыр, новый получал. Уже 7 лет он у нас отработал, поэтому пришла на смену новая техника. Но работа наша заключается в ремонте и обслуживании высоковольтных линий, чтобы непрерывная была подача электричества. Получается, выезжаем на аварийные выезды, и плановые работы есть. И получается, что много бездорожья. Поэтому нам нужна такая серьезная техника. Я рад, что получил новую технику. Автомобиль в коллективе – это член семьи, поэтому новое авто – это большая радость. Сейчас делают хорошую технику. Во-первых, надежную, во-вторых, вполне комфортную, поделился один из специалистов компании. До этого была старая техника. Вот новую получили, китайский экскаватор. До этого была старая ЮМЗ. Уже надо было обновлять автопарк, Те объемы не делались, которые требовались. Вот новую технику вручили. Строить линии ВЛ, новое техприсоединение. Также ремонты идут линий старых. На торжественном открытии центра и церемонии вручения ключей от техники присутствовал министр топлива и энергетики Тувы Эдуард Кулар. Обновление в настоящее время автопарка предприятий, уже это не первый год идет. Это есть результат совместной работы по включению в тарифно-балансовое решение мероприятий по обновлению техники основных фондов. И она направлена для повышения качества электроснабжения потребителей, снижения аварийности. И такие мероприятия в дальнейшем будут продолжены в рамках тарифно-балансового решения, то есть в тарифе, на обновление не только техники, но и электрических сетей в том числе, что в конечном итоге отразится на качестве электроснабжения потребителей. Ключи от новой спецтехники вручены. Далее еще одно немаловажное событие – открытие Центра обслуживания потребителей компании. Ежедневно сюда обращаются около 100 человек с различными вопросами по технологическому присоединению к сетям компании, установке и проверке приборов учета, сверке оплаты за потребленную электроэнергию. И в основном для удовлетворения запроса клиента требуются данные по электросетям от районов. Поэтому было принято решение открыть Центр обслуживания потребителей по новому адресу рядом с центральным и восточным РЭС, потому что важно обращение потребителя в одно окно, без хождения по различным инстанциям. В добрый путь, ура! В новом центре обслуживания клиентов-потребителей в одном месте могут решить все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса. Оформить документы на технологическое присоединение, получить дополнительные услуги, подать жалобу или обращение, оплатить квитанции за потребленную электроэнергию. Этот терминал, например, позволяет потребителям взять и подать документы на новое технологическое присоединение. То есть пришел, наши сотрудники, здесь персонал может подсказать, что где сделать. То есть можно подать заявку, электронная почта, пароль, тут же отсканировать документы на землю. То есть это все тут тоже можно сделать. А для удобства оплаты на месте установлены специальные терминалы. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, готовые предоставить консультации и помощь по любым вопросам. Руководство компании выразило уверенность в том, что электронный центр станет важным шагом в повышении удовлетворенности клиентов и улучшении общей работы компании. Мы идем в ногу в цифровизацию, идем в ногу со временем. Для этого оборудовали всеми необходимыми
устройствами для удобства именно потребителей, чтобы не было очередей, как это было раньше, что у нас там бывало на колхоз, на рабочее пройти не было, в ЦОК зайти даже невозможно было, потому что потребители. Сейчас электронная очередь, она упорядочит работу наших сотрудников и потребителей. Ну, плюс здесь также есть касса, когда можно заплатить за электроэнергию, то есть, как вот, например, сейчас это сделал. Все оборудование – это отечественное оборудование, то есть это все было заменяемо. Почему, например, так долго это происходило? Ну, потому что мы искали именно отечественное оборудование. Таким образом, открытие Центра обслуживания клиентов стало ярким свидетельством стремления компании к улучшению взаимодействия с клиентами и повышению качества предоставляемых услуг. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангер Кужугет, телеканал ТУВА-24. Фотограф из Сибири представил на российско-китайской выставке свои работы, сделанные в Туве. Крупный фотопроект «От Китая до России» создан специально в честь проведения Года культуры России и Китая в 2024-2025 годах. Указ о проведении тематического года подписал президент Владимир Путин в преддверии 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Один из участников, фотограф из Сибири Александр Нерозя. В выставочных залах разместятся его атмосферные работы, которые он сделал в Туве. Отобрано 3 снимка. Проект стартовал 27 марта. Посетить выставку можно до 14 апреля в галерее «Березка» на Миллионной 5. Помимо Александра, свои работы покажут еще 27 известных российских фотографов и 100 фотографов из Китая. Тувинская государственная филармония имени Валерия Халилова отмечает свое 55-летие. Это учреждение, ставшее настоящим символом культуры и искусства в республике, готовится отметить знаковый юбилей великолепным концертом. Тувинская государственная филармония является неотъемлемой частью культурного наследия региона. За полвека своего существования она стала центром притяжения для всех ценителей музыки и искусства. Филармония является местом, где творческие идеи воплощаются в жизнь, а музыкальные произведения звучат новыми оттенками. В эту пятницу, 5 апреля, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кокола пройдет юбилейный концерт, посвященный 55-летию филармонии. 55 лет, она, конечно, очень такой, слышится, что очень такое, да, но долгий срок, наверное. Это время филармония давали очень много концертов, очень много приглашенных артисты, музыканты, дирижеры. А вот 55 лет для симфонического оркестра работали почти 10 дирижеров. Ну, конечно, каждый дирижер свой изюм, свой показ руки, конечно, свои требования от музыкантов. Концерт пройдет в 2 отделениях. Всего в программе 20 номеров. На сцене выступят солисты филармонии, группа «Аян», народная артистка Республики Тыва Софья Караул-Дулуш, духовой и симфонические оркестры, театр музыки и танца «Саяны». Артисты исполнят классические произведения, а также произведения известных композиторов Тувы Алексея Черголола, Ростислава Кенденбиля, Сая Бюрбе, Владимира Тока. Также свое творчество представит ансамбль «Кант». Каждый номер пронизан страстью и музыкальным мастерством. Очень хорошая программа, потому что я сам участвую. Вот раньше такого не было. Вот сейчас я просто, гордо могу сказать, что это сейчас уже филармония движется вперед. Талантливых ребят очень много. Сейчас мы в школе искусств вот тоже выращиваем имени Кенденбиля, да, вот там очень хороших музыкантов, струнников мы воспитываем, всех духовиков, барабанщиков. Я сам тоже очень много лет преподаю барабаны. Вот я просто хочу сказать, не пожалейте, приходите. Это очень интересная программа. Там и история. И мы, начиная с Алексея Бактаевича Черголола, всех композиций, да, Ростислав Докорович Кенденбиля, Владимир Солчакович Тока и так далее, и так далее. Всех композиторов мы будем пропагандировать и играть. Это люди, сказал бы, мирового масштаба. Такое. Так что приходите на концерт. Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Билеты можно приобрести на сайте филармонии, а также в кассе Национального театра и филармонии. Для тех, кто выделит время, чтобы посетить кассу очно, действует акция при покупке 2 билетов, 3 в подарок. Айдана Сенденме, Буян Мангуш, Маргарита Мангуш, телеканал ТУВА-24.
Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.